Усяго з пачатку года в области зарегістравана 350 злачынстваў у сферы IT-тэхналогій. Матэрыялы праверак паказваюць, што часцей за ўсё гэта несанкцыянаваныя доступы да ўласных паштовых старонак, карыстальнікаў сацыяльных сетак і электронных паштовых скрынак. Часта выкрываюцца факты, калі ад імя законных уладальнікаў ажыццяўляецца рассылка якіх-небудзь паведамленняў, у тым ліку о прадастаўленні рэквізітаў банкаўскіх картак для аплаты. Причем нужно отметить, что эти преступления касаются не только взлома данных, то есть информационных технологий, но и хищения компьютерной техники. Тот анализ, который был проведен органами прокуратуры Брестской области, позволил увидеть эту проблему. В связи с этим мы собрали руководство Управления внутренних дел, руководство Следственного комитета, и на текущей неделе было проведено межведомственное оперативное совещание под руководством прокурора Брестской области Виктора Дмитриевича Климова. Раскрыццё падобных злачынстваў, канешне, у сферы прыярытэтаў і асаблівай увагі супрацоўнікаў Управления Следчего комитета Беларуси по Брестской области. По статье 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь за 3 месяца 2018 года было возбуждено 47 уголовных дел. В то же время за аналогичный период 2019 года по вышеуказанной статье было возбуждено 143 уголовных дела. Дапамогу ў раскрыцці стварэння доказнай базы злачынстваў для пакарання зламыснікаў ажыццяўляюць супрацоўнікі Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларуси по Брестской области. За 3 месяца 2019 года в Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области поступило более 270 постановлений о назначении компьютерно-технических экспертиз и экспертиз радиоэлектронных устройств. Вынесение более 20 постановлений правоохранительными органами было связано с несанкционированным доступом к компьютерной информации, с различного рода интернет-мошенничествами, с шифрованиями баз данных и бухгалтерской документации организаций и предприятий Брестской области, а также с блокировкой компьютерной техники граждан. Эксперты ўжо вызначылі, што нават жаданне заплаціць махлярам і тым самым пазбегнуць праблем з вашым камп'ютарам ні ў якім разе не прывядзе да станоўчых вынікаў. Сама разблокировка даже не предусмотрена. Работа вируса останавливается в момент выведения сообщения на экран. Поэтому платить денежные средства бессмысленно. В результате все равно, в принципе, не может произойти разблокировки этого сообщения. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».